Слово для выступления предоставляется представителю Министерства обороны Джуматаеву Эркину Оркунбековичу. Честь, дорогие товарищи. К счастью, я до сих пор ни разу нигде в таких процессах не участвовал. На данный момент у нас должен был присутствовать именно этот специалист с юридическим образованием. К сожалению, он сегодня не смог. Я сам участвовал в боевых действиях на территории Афганистана, был тяжело ранен. Несмотря на то, что не долечился, потому что процесс затягивался, через год только можно было окончательную операцию провести. Но я вернулся снова в свою воинскую часть. И про нашу часть можно много говорить, и книги несколько штук написано. В то же время, если указать именно на данной ситуации, просто до 2010 года льготы были общие, потому что в 2009 году, в конце этого 2009 года, вместо бумажных льгот ввели компенсации за взамен льгот ввели именно денежную компенсацию. И денежную компенсацию и тогда же и ввели эту статью, которая разделяла кому положена компенсация. Статья 17 там разделил на две категории. Первая категория, где выплата компенсации предусмотрена, статья 17, первый пункт, и там перечислено, и статья 2. До этого, который в бумажном варианте существовало, там основных льготы были там 2 тонны, 1,5-2 тонны угля там в год, там, если газифицирован, там 500 кубов и так далее. И большинство афганцев особо не пользовались. Один раз можно было слетать до того места, куда летает Кыргызстан, Абаджолдоры, туда и обратно бесплатно, и все. И большинство, естественно, те времена были тяжелые, не все летели, и мало кто. А после того, как это конкретно определили, и денежные, сейчас я думаю, что многим ветеранам войны в Афганистане дополнительная помощь была. Касательно Олега Павловича, хочу сказать, что слава Богу, что он не поврежден, не получил ранений и так далее. Был партийным советником. Здесь уже с юридическим образованием представители все вам разъяснили. Мы находились там в течение 2 лет, замена у нас была. В то же время мы действительно, наше назначение такое было, мы постоянно находились, особенно наш отряд, Главное разведывательное управление вооруженных сил СССР, с одной точки на другую постоянно перебрасывали. Олег Павлович находился вместе с супругой там. Я думаю, здесь уже указывали, что особой такой опасности для него не было. Если было бы, значит, жены там не было, естественно. И Олег Павлович, мы с вами уже разговаривали, старший лейтенант ваш, да, по запасу был старшим лейтенантом, но она находилась там в качестве гражданского персонала. Я уже не буду говорить, я вам уже архивную справку показывал, и вы знаете. Поэтому вы можете говорить, но она не военнослужащим там была. И позиция Министерства обороны считает, что здесь нарушение статьи части на основании вышеизложенной, считаем, что часть 1 статьи 17 Закона Кыргызской Республики о ветеранах войны, вооруженных сил и тружеников тыла
как основного нормативного правового акта, определяющего правовую, организационную и экономическую основу государственной политики Кыргызской Республики в отношении ветеранов войны, вооруженных сил и тружеников тыла, не противоречит части 4 статьи 11, части 1 статьи 23, части 1 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики. У вас все, да? Да.